Ходить на кофе-брейки – это не моя тема. Завтрак с Да, предпринимателем. завтрак. Что быстро масштабируется, что приносит больше дохода и что приносит больше известности. Я выбрал делать IT-компанию с больше 380 городов. Представьте, сколько лет мне заняло бы в 380 городах продавать диван. Из-за того, что ты там вышел, 2 рилса сделал, и все такие пошли инвестировать, ну так вот. У всех голова есть, все думают, все видят, все пользуются и такие, сила в нас, в народе. Все упирается в деньги. Всё уперлось в Да. деньги, ага. Хочу у вас. Мне не нужны вот это все, пафос и там что-то. Мне нужно просто мой успех. Меня не сломить сильно вот в таком формате, новостных, писать про меня или про нашу компанию. Прокопий, привет. Да. Доброе утро. Спасибо, что пришел к нам. Расскажи, пожалуйста, о себе. Как ты вот себя позиционируешь, когда знакомишься с людьми? Ты предприниматель или ты айтишник? Пожалуйста. Меня зовут Филиппов Прокопий. Мне больше 37 лет. Я вообще изначально себя, наверное, позиционируюсь как предприниматель. Как идейник, как человек, который хочет создать что-то большое и на весь мир. Вот. Даже не доказать, а показать людям, что хахалар могут достигать больше. Вот это моя цель, мечта и желание сделать так, чтобы мы вместе с нашим якутским народом, да, компанией, мы могли сделать что-то достойное, что можно говорить потом гордо в любую страну приезжать и говорить. Вот иногда бывает то, что ты в Таиланд приезжаешь, драйви заказываешь и говоришь, это типа сделано в Якутии. И то же самое, также хотелось бы говорить про мост. И важно тоже понимать, что нужно двигаться к этому, работая. Вот так. Ну, многие тебя знают, да, вообще ты являешься вот руководителем, основателем Мост приложения. Это ап, да, супер ап, который объединяет и афишу, и маркетплейс, и еду, да, и видео, Мост видео. Вот расскажи, пожалуйста, когда ты основал это приложение и откуда ты пришел? Вот именно из-за привычного бизнеса, да, из-за обычного. Я знаю, что ты занимался продажей мебели, дивана. Да. Когда это все началось? Вообще бизнесом начал заниматься в 2014 году. До этого такого слова самозанятый не было, сразу ИП. Но очень много лет проработал менеджером по продажам. Продавал сантехнику, стройматериалы. Вот. Подрабатывал муж на час по вечерам. Там, унитаз установил, зеркало поставил, шкаф, ламинат. Вот. И решил уйти уже в свободное плавание. Тогда у меня была зарплата 30 тысяч рублей. И на самом деле она нормальная была. Да, в то время. В то время, да. И олдтрым, друзья мои говорили, как те, которые были студентами, я то сразу пошел работать. Нифига, про не байвол, да? Потому что у них не было доходов. Даже если они были, многие работали в госучреждениях, и там было типа 10-12 тысяч рублей зарплата. Вот. Но я понял, что могу также помогать людям в ремонте. Пошел делать ремонт квартиры. После этого увидел, что я себя не клонирую, оба. Я не смогу много объектов брать, чтобы заработать больше. Я набрал команду, нас было 4 человек, кто-то делает шпаклевку, кто-то электрику и так далее, так далее. Ну и увидел, что очень сложный этот процесс, вообще этот бизнес, и решил пойти чуть-чуть к легкому. Это остекление, балкон установил, ушел, все. Пришел на замерил, там КПДшка 17 тысяч рублей стоит, пришел, установил, ушел, все. Это в Якутске? Это в Якутске, да. После этого я открыл производственный цех, потому что, чтобы быстрее делать товар.
Получается, я пришел к вам на замер сегодня и говорю, там, вы в каком доме сейчас живете? 112 или новостройки, да, там. Вот, говорю, вот, балкон, сделаем, свободная дата есть там на послезавтра. Все, и у меня производство быстрее происходило. Но в остеклении, ну и вообще в этом бизнесе у меня было 20, максимум 22 человека от торба. Все, Мужской мир, короче. мужской мир, да. И там сама, наверное, понимаешь, что быть мягким очень сложно. Были очень сложные моменты коммуникации, и тогда не было вот этих, не было такого названия зумеры, выгорание, такого не было. Просто работаем. Тупо работаешь, да. короче. Типа там, да. Вот. Но как я пришел к следующему бизнесу, у меня возникло желание, тогда мы максимум сделали где-то в районе 40 миллионов оборота, и я понял, что развиваться, у нас вот новая квартира мы купили и в ипотеку взяли, если что, у меня есть ипотека, да, я тоже такой же обычный человек. Мы сделали ремонт и искали диван, очень долго искали, и В то время интернет-заказ едночего. это был 19-й год. 19-й год. Ну, в принципе, Все, недавно. все диваны были разноцветные, такие все, цветочки и так далее. Потом супруга моя очень сидела в декрете и искала мебель. Как всегда, что приходит в голову? Икея. Ну, окей, купили Икею, но при этом что-то не очень, и искали, и нашли ну, как бы даже не франшизу, тогда и не было ее, производителя Диван.ру. Все, и я поехал, 1 000 000 рублей взял у знакомого и поехал, получается, закупаться. Вначале это был шоурум. В Москве? Да, просто поехал, 8 диванов купил и 2 кресла. Привез на строительный рынок, сделал быстренький ремонт, маленький, в 50 квадратов, и мы открылись. И в первый же месяц я продал, ну, я даже не продавал, там был менеджер уже по продажам, мы продали 27 или 28 диванов. Эти 8 диванов были однотонного цвета, да? Да, это были нормальные сканди, да, там, да, трендовые, расцветка была очень идеальная, ткани и так далее, и так далее. Все, мы открылись, но при этом параллельно оконный бизнес работал. И я тогда такой думал, расфокус был и понимание. Но мы в ковид поработали чуть-чуть, и я уже после этого увидел, что в мебельном есть потенциал. Потому что я продал на 28 диванов, примерно там на 3 миллиона, 2 с лишним. Закупился всего там за 1 миллион, продал, ну типа купи-продай обычно. И увидел, что маржинальность очень крутая, и при этом у меня только один сотрудник был. Да, парни там развозили доставку и все остальное, но это такой, как сказать, аутсорс, может, да? Там 500 рублей дал за доставку, да и все. Вот. И мы уже капитально вложились в этот бизнес. Он работал у нас с конец 19 ноября, 20, 22, 21, 22, 23 мы уже продали. Майсофа, да? Да, Майсофа. 3 года. За 3 года больше 200 миллионов оборота было. Там, если кто любит считать, минимальная маржинальность чистой прибыли составляет где-то в районе 10%. Типа, мы за 3 года заработали 20 миллионов. Это в Якутске круто, да? Да, это в Якутске классно. Но при этом я такой думаю, в какой-то там месяц в какой-то год мы много заработали, потому что я все равно считаю его бизнес невозможно считать, вот сегодня ты заработал много, все, байдым ден болбадах. Ты считаешь или обязательно годом считаешь, потому что у тебя все равно плавающий, да.
сезонность и так далее. И потом ты считаешь весь процесс жизни бизнеса. Вот весь процесс у нас там 3 года, цикл жизни. Но годовом мы прилично заработали, но мне этого не хватало. Ну, если сейчас сказать, примерно 500 тысяч мы зарабатывали в месяц. Очень хорошо. Ну да. Да? И сейчас это тоже очень это хорошо. сейчас очень хорошо. Но то хотите береде. Типа, меня никто не знает. Да, там, ходить на кофе-брейки, это не моя тема. Завтрак с Да, предпринимателем, да? завтрак, да, ходить какие-то там. И тогда еще такого не было. Только Focus Pro образовывался, там такие фишки, там он комьюнити делал минимально. И к чему это? К тому, что этот бизнес принес колоссальный опыт работы с партнерами. Тогда у меня уже было 15 человек, и я уже работал не только с девочками, с мальчиками, да, там у меня парни были, а мы работали уже в команде. Мебельный в 2021 году мы продали, получается, оконный бизнес. Не секрет, за 800 тысяч продал, я считаю, что это нормально. Там я продал больше так Инстаграм и номер телефона. Самое главное, что все остальное, ну и цех. Вот. Здесь не было точки зрения избавиться от бизнеса, он бы мог бы приносить мне деньги, но я видел потенциал в другом, сильнее. Пришел 22 год, где-то декабрь, январь, 22-23. Мы долго думали с супругой, что делаем с Майсофой, потому что уже мост был, и он уже показывал. Мост уже был. Уже был, да. 22-м осенью мы его сделали, в сентябре открыли, там все как бы так, не так резко взлетело все. Конечно, все было не очень, но был потенциал. И я предложил супруге, чтобы мы продали его, потому что он по факту принес нам больше. Я как объяснял, если мы сидим, сейчас супруга сидела вместо меня, мы на нем заработали. Да, мы видим, что есть потенциал еще больше в другом. Этот бизнес съедает у нас время все равно. Мы не можем фокусироваться. Если мы отдадим какой-то там человеку, и он будет как управленец, я все равно буду принимать решение в конечном итоге. Это не так, что просто типа ты дал какому-то управленцу, он получает с этого там свой KPI или там чистую прибыль, делимся. Всегда нужно быть в фокусе этого бизнеса. Откуда вот такая идея именно создать именно приложение? Это то, что или осталась пустота после афиши ЕКТ, да, например? Откуда такая идея появилась у вас? Идея Именно приложение. именно приложение о том, что мне вот франшиза Divan.ru предлагали по Дальнему Востоку все города дать бесплатно. Это вот не секрет тоже. Бесплатно. За франшизу не плачу, могу зарабатывать. Но я такое посчитал, считаю, что для 8 городов Дальнего Востока мне нужно 10 лет, чтобы я там склады, грузчики, там, то, все, я. Реально, Ну, да. Ну, типа, это будет прям очень долго, сложно. Ну, плюс это не мой бизнес. Это не мой бизнес, я могу делать больше. Что быстро масштабируется, что приносит больше дохода и что приносит больше известности. Это только или танцевать в ТикТоке, или делать большой блог, или делать IT-компанию. Я выбрал делать IT-компанию, потому что я понимаю в бизнес-процессах, я понимаю, я был предпринимателем, и я могу решить вопросы предпринимателя. Также я обычный человек, и я понимаю проблемы людей. Вот. Мы сделали вначале акции скидки, потом уже сделали, получается, афишу, и афиша стрельнула. Но вот между ними перерыв очень был сложный. Типа январь-февраль мы могли просто закрыться. Я тогда потратил примерно 10 миллионов рублей, я бы такой, ладно. Но... Ну, много. Ну да, как бы... Ну, для запуска бизнеса нормально, да? Нормально, да. Это
Ну вот, и вот в этом понимании это мышление, да? Типа, 10 миллионов ты попробовал, проверил, не получилось, ну окей. Что делаем дальше? Идем и так далее. Но когда я увидел, когда мы сделали афишу, запустили, мы решили проблему людей. И вот тогда я точно сказал, все, мы софу продаем. Сделка длилась как минимум полгода, долгая история была, но это как оторвать от сердца, но при этом такое ощущение, все равно мы передали очень хорошим людям в управление, и они сейчас развиваются, бизнес растет, и это круто. Смотреть, это как, вот, я бы отдал бы, ну, там, у дочки будет свадьба, там, муж, ну, да, и все, и вот такое же состояние. Если это очень хороший человек, я буду как бы радоваться всему, его успехам этого бизнеса. Ну, мост открыли, вот как я говорил, в 2022 году, развивались, афишу сделали, но при этом мы же на процентах на комиссии. И мы понимаем, что нужно продавать на 2-3 миллиарда, ну, хотя бы там на 200 миллионов, чтобы было много денег. И это сложно. Но это вот этот драйвит, что я, если это сделаю, достигну этого результата, тогда это круто. Но на тот момент мы зарабатывали с комиссии, там, делая там, оборот, условно, там, 15 миллионов или 10 миллионов, всего там 200 тысяч, 300 тысяч. Мало. И нужно искать новые точки монетизации, где можно еще зарабатывать. Вот. После этого мы сделали marketplace, сертификаты, смотрим. И я вот недавно тоже говорил команде о том, что marketplace мы сделали, мы его пилим 2 года, уже делаем 2 года. Если сравнить Wildberries, он очень долго делается. Ну, сколько ему? Лет 10 точно, но там еще больше, да. И мы всего 2 года делаем, и еще очень много технического того, что надо сделать. Очень много. И лучше тогда начать было хорошо, чем если сейчас мы такие бы, давайте маркетплейс. Нам еще тоже надо 2 года тогда. Зато через год вот этот маркетплейс, он будет приносить еще больше денег. Это потенциал на будущее просто. Но я увидел в моменте, когда люди, я об этом тоже говорил в других подкастах, но скажу еще раз, люди заходят в кино, вот, наверное, вы так же делаете действия. В мост заходите, смотрите фильмы. Это ух-то-ух. Или не с кем ребенка оставить. Или, что-то дорого, потом пойдем. И вот этот процент таких людей очень много было. Потом мы сделали опрос, там, да, у знакомых, друзей. Они вот так листают, а потом открывают Окко, Иви или Кинопоиск. В лучшем случае Netflix. И смотрят. Олба. Я увидел, что там есть потенциал. Плюс еще у нас якутское кино очень сильно развивается. Кто знает, может быть, в сентября по декабрь должно 8 фильмов уже в кинотеатрах выйти. 8 фильмов, представь. И там еще в следующем месяце у нас, в следующем году еще очень много фильмов тоже. В январе стоят фильмы, февраль, март, апрель. Там как минимум 5 фильмов тоже будет. И мы говорим, что Мост Видео очень классно. Плюс платформа, что, вот, наверное, ты знаешь Борислав, да? И многие другие. Короче, подкасты местные. Да, подкасты местные. Вы тоже у нас находитесь там, да? И мы говорим, что мы продумываем сейчас роялти. Что тебя будет больше смотреть, ты будешь больше зарабатывать. Формула обычная. Сейчас вот продумываем ее, хотим запустить в сентябре. В августе мы сделаем это тестово для каких-то блогов и посмотрим, есть ли окупаемость, есть ли желание. Если мы говорим, что мы создаем контент, вот эта расходная часть типа 60 тысяч стоит, а если я купил у тебя контент за 60, а ты такая, что-то мало там, да,
А если ты сама выкладываешь под роялти, ты можешь и 120, и 180 заработать. Тоже я вот, до камер ты спросила, ну я спросил у тебя, сколько максимум, 50 тысяч. За 50 тысяч ты бы могла бы, просмотров именно, за 50 тысяч ты могла бы заработать там 250 тысяч рублей. Сейчас мы делаем банк уже. Это будет тоже этапами, как я говорил про Marketplace. Не будет вначале там кредитов, много того, но много того, что придает банки. Пополнение только до 15 тысяч рублей. Сейчас в Валбересе сколько? 300 тысяч, да? Дебетовая карта. Там так было. Или 600. Вот. Но сейчас вот 15 тысяч рублей вы можете пополнить и оплачивать, получается, в сервисах моста и получать за это кэшбэки. Ну, классно. Да, и плюс классно было бы тоже зарплатный проект, плюс если ты там на конец месяца у тебя остается на дебетовой карте тоже 10 тысяч рублей, ты получаешь подписку бесплатно. Ну, разные вот такие маркетинговые шаги мы продумываем, но сейчас мы развиваем афишу на российский рынок. У нас больше 380 городов. Можно купить билеты, да, в кино. И я бы, представьте, сколько лет мне заняло бы в 380 городах продавать диван. Вот недавно разговаривал с людьми, и мы там решали вопросы, нужно ли нам потом ЖКХ оплату, вот, авиабилеты, туры какие-то, путевки. Зачем мне ходить там, там даже не синема, а бизнес-центр, чтобы идти и искать туроператора. Они же там на первом этаже все сидят. Зачем? Если я могу зайти, купить. Здесь вопрос больше про безопасность. Наверное, кто знает, есть такой момент, что вот моя супруга покупала билет на концерт в Таиланде. И она купила с рук, но через агрегатор. И агрегатор, тот человек, супруга моя скинула деньги, там 15 тысяч там, или 10 тысяч рублей, он билет перетащился к ней, она сходила на концерт, и тогда только деньги ему поступили. Это безопасность. Вот в этом плане это тоже круто, когда ты там, будешь путевку покупать, ты точно знаешь, что вот эти там 350 тысяч рублей, они застрахованы, там, они лежат. Вот. Это как сейчас как мысль, как идея, да? И ты говоришь, что ты съездила уже это, и он получил. Ну или во время уже как бы. Все. И... Когда планируете тогда? Ну, путешествие в следующем году, потому что путешествий много, и средний чек большой, и туроператоры тоже могут платить, потому что я вот разговаривал с Ин-Якутия. 80% продаж у них с других регионов. В Якутию календарь. Круто. А они продают в агрегаторах, и он говорит мне: Прокопий, он без брагана-то любит беге. Им. Типа, очень много. А там, типа, тур большой был, Сенатолухан, типа, там, Ваймикон сидит. Вот. Давай сделаем, там, и так далее. Вот. Не все сразу, но потихоньку. Потому что путешествие – это раз в 2 года, примерно так. Большое путешествие с хорошим большим чеком – это раз в 2 года. И это нерегулярно. А в кино мы ходим куда? Как каждый хотя бы там 2 месяца раз ходим. А фильмы в телефоне смотрим каждый день. Каждые выходные. Каждые выходные, да. Вот. Имбирь говорит. Первое, в семье задается вопрос: ты покушал вот в выходные? У вас же есть супруг? Нет. Нет, да? Ну, парень. Нет. Нет? Ну, друг, Ну, да. подруга, Ну, короче, друг, да? Вот. друг, Что ага. происходит так? Происходит в семье такое: вы в пятницу ужинаете или куда-то идете. Но если вы никуда-то не идете, задается вопрос: Тугунов, типа, ой, давай сыграем монополию. Да не происходит такого. Мы что делаем? Давай что-нибудь посмотрим. Первое что? Или ругаемся,
Или смотрим Или кино. смотрим, да. Или кушаем, а потом просто в телефонах зависаем. Но потом супруга еще говорит, мне телефонға, давай, тугыр, кнахка, барахка, джон бего, хаджар, тухтыр, тугыр, бихе, туда Телефонға гумакпы. лежим, Ага. И есть еще исследование о том, что вот этот отдых, дома сидя, лежа на кровати, это не отдых. Ты не ощущаешь, и время пролетает, и ты как будто ничего не сделал. А из этого формируется очень большое желание нетворка. Это значит куда-то съездить, где-то встретиться, куда-то пойти на мероприятие. И вот это ощущение, когда ты... Вот это самое главное, почему стрельнула концерты, афиша. Потому что люди после ковида хотели быть причастны и видеть людей. Вот такой формат. И очень много. И на концерте типа ты поешь вместе, смотришь такой, вау, круто. А до этого я вообще не ходил на концерты, если честно. В театр там раз в 10 лет, может быть. Но, как бы, да? Извините, конечно, да. Но ну, мы предприниматели такие, если так. Вот как-то Ну, так. молодежь на концерты ходит. В общем, тренд на фестивали, на концерты, да? Да, но этот тренд сейчас падает, потому что что перенасыщение приходит? есть. Перенасыщение есть. Ну да. Да, когда ты одно и то же делаешь регулярно, ты устаешь от этого, и тебе это уже перестает нравиться. Какие новые тренды? Новые тренды — это сериалы, Цифровые цифровые кинотеатры. кинотеатры. Это вот это тренд. Дальше это, ну, она всегда была, это зарабатывать удаленно или как-то зарабатывать так, чтобы не мешать до заработка. И вот этот момент мы тоже думаем, потому что молодое поколение миллениала, да, или альфа, ну, альфа это... Зумеры. Да, Зумеры зумеры. сейчас. Зумеры. Миллениалы уже все. Да, мы, да. Миллениалы красавчики на самом деле. Зумеры, они не, как сказать, хотят, ну, все хотят зарабатывать, да, но они хотят найти там лучшую, очень хорошую работу, вайб классный и так далее, и свободный там график, все остальное. И вот это поколение, оно сейчас дает тренды, и к нему надо прислушиваться, но при этом не забывать и альфа. Альфа что? Они все сидят на компьютере играют, и в телефоне. Значит, в мосте по последующим должны геймдев. Да? Прокопий, я помню, как я зарегистрировалась в приложении Мост. Я хотела проголосовать за красавицу, короче, мисс Новая Якутия, и нужно было зарегистрироваться в МОЗ, и только тогда мне мой голос засчитывался. Вот что за пиар-ход, что за пиар-компания была вот связана именно с мисс Новая Якутия? Вот привлечение подписчиков, пользователей было, или вы как-то сколлабились, да, вот с этим концертом? Тоже выкладывал у себя там в соцсетях, как это вообще произошло. У меня пришла идея, я думал, как сделать так, у нас было всего 30 тысяч скачиваний. Это мало, это очень мало. И я думал, что сделать так, чтобы привлечь больше пользователей. Долго думаю, там реферальные ссылки и так далее, и так далее. Это опять такой сложный процесс. Мы придумали голосование, и я спросил у людей, кто может сделать. Все сказали, Сахая же есть. Я написал из Сахая, привет, есть идея, давай сделаем голосовалку. Все, заколлабились, решили. Но здесь важно не так, чтобы ты пришла и установила. Для меня это не важно, потому что, ну, как бы важно, но при этом ты у меня сразу тратишь 4 рубля, потому что смс стоит 4 рубля. Когда тебе приходит код, это 4, ну, там, от 2 до 4 рублей. И мне нужно сделать так, чтобы ты скачала, а потом начала пользоваться. Ну, с тех пор я и пользуюсь, кстати. Вот, но... Люди могут отписаться, имеешь в виду, ну, то есть выйти и больше не пользоваться. Да, скачала в первый же, вот за 2 месяца, за 3 месяца скачала в районе 80 тысяч человек уникальных. Из них удалила там 20 или 30 тысяч человек. Но потом они вернулись.
возвращаются. Но зато они узнали, что такое мост. А второе, вот эти люди, которые остались, они в течение года нам принесли 100 миллионов оборотов. Они не просто типа остались и такие, приложение есть, они тратят. Да, понятное дело, что в первый месяц потратил только 1000 там человек, второй месяц из этого 40 тысяч человек потратило 5000 человек и так далее, и так далее, и так далее. И при этом мы знаем данные, куда ты ходишь, что ты любишь, что тебе нравится, как ты часто ходила туда. И как люди, которые вообще не ходят. А потом мы определяем геолокацию и понимаем, что ты живешь в Сунтаре или в Нюрбе, или в Майала. Всё. И мы видим, что ты по геолокации заходишь, но ты же не можешь ощутить это, потому что не можешь приехать. И это тоже повлияло, что мы видим, люди смотрят мероприятия с улусов именно якутскую. Из-за этого мы тоже посчитали, посмотрели, что людям нужен концерт в онлайне. Сейчас зайдете, посмотрите там концерт Киджа. Классно, почему нет? И запустили мост видео. Да, и запустили мост видео, и тоже такой тренд. И дальше вот концерты тоже делать, запускать. Потому что, наверное, я вот недавно видел на площади Республики, да, люди, парни молодые сидят и на гитаре играют. Там Байбал Семенова и так далее, и так далее. И вот, и как раз дождь идет, да? Настроение. Да, но это круто о том, что 20-летние молодые люди поют песни, там, уже другого поколения. Это классно. И это, опять же, тренд. И мы понимаем, что к этому надо двигаться. Помнишь, как у нас, наверное, было? Аржанка, 2004 год, все с туборгами ходят. Брама, все такие. Эфес, да. Ну, такой вайб был. И все... До недавнешнего времени так было, до 2015-2016. Да, вот. А сейчас уже вообще это кринж будет, что ты с пивом ходишь. Вообще уже не то. И я считаю, что молодое поколение, оно с каждым разом лучше. Вот. Плюс еще меняются желания людей, и это важно. Окей? Ну, тренды, время меняется, да, как всегда, да, по традиции. Да. Вот я видела твое интервью с Джулстаном Тобун, да, с Фокусом Про. В начале 2024 года, видимо, было, да? С тех пор вот сколько уникальных просмотров, то есть ты там говорил, сколько уникальных просмотров в месяц, вот сейчас сколько? Сейчас у нас 350 тысяч пользователей. В Якутии живет 1 миллион. Вот. Из них в месяц сейчас заходит уже 100 тысяч человек. В прошлом месяце было 103 тысячи человек. Уникальных зашло. Вот. А вот этих 380 городах? Там сейчас процент, мы там делим федерально по округам, там процент небольшой, из вот 350 тысяч человек у нас где-то в районе 10% это другие регионы. Вот. Мало, но потихоньку идем. Да, потому что мы не так много тратим денег на рекламу в тех или иных городах или регионах. Я считаю, что Иркутск забрать как Якутск, даже Читай или Улан-Удэ, в каждом городе примерно нужно по 15 миллионов рублей на маркетинг. На весь год, не в месяц, на весь год. Это купить радио, телеэкраны, билборды, все поставить, и ты уже визуально. Ну, при этом потом ивенты делаешь, мероприятия, продаешь только через приложение Мост, да? Вот. Привозы большие, все, люди скачивают, делаешь голосовалку какую-нибудь. Вот. Сейчас вот голосование мы хотим переквалифицировать, не просто сделать так, чтобы голосовали за девушку, потому что это у нас тренд, а в других регионах это не тренд. Потому что мы друг друга знаем очень хорошо, потому что регион маленький. Население маленькое. Да, население маленькое, и плюс родственники хорошо дружат.
О, бұл... Заочно знаешь, Да, короче. Марианнаға голостары. Типа аймаққа группа гуриялар, Антон Атыннар, а в других регионах не так. И мы должны вот это голосование переформатировать в другие форматы. Лучший учитель, да, вот, там, лучший памятник, лучшая достопримечательность. Лучшее дерево, да? Красивое дерево. Да, Есть достопримечательность региона. Да. И вот в таком формате. Ну, более такое нейтральное и общепонятное. Реально, вот да, за девушку голосовать, это уже даже Ну не да, модно, да, уже, сейчас? да, уже не в тренде. Было же голосование за лучшего актера, да, вот недавно в рамках кинофестиваля Кинофестиваль международного. было. Ага. Расскажи, пожалуйста, о своей семье. Вот я знаю, что ты родом из Сунтары, да, но вырос в Тикси. Мы как раз были в Тикси, поэтому мы имеем представление, да. В прошлом году в октябре у нас командировка была. Вот именно в каком наследии ты рос? Про родителей, если можно. Ага. Родился я в Сунтаре и в 2 года переехали в Тикси. Если вот ты говоришь видео, все серо, мрачно, Чёрное. скучно, камни, вот, да, но при этом Красиво же. красиво, своя атмосфера, пурга 2 недели, в школу не идешь, подъезды совмещены все вместе, и к друзьям бегаешь. Вот у нас такой был. Мы еще, когда пурга, мы специально ходили гулять. Не знаю, я бы своего ребенка сейчас не отдал бы, Да, наверное, опасно не же. отпустил бы. Но мы ходили гулять, и все вместе там дружно гуляли, играли. Вот. Школу окончил в Тикси, учился, ну так, средне, на 3, но какие-то предметы у меня получались лучше. Больше я, наверное, коммуникативные были у меня успехи, там, с этим договориться, переговорить, там, так далее, так далее. Вот, ну и там, что еще? Родители у меня, папа у меня был рыболовеческой общине, вот, рыбаком, если так сказать. А мама у меня воспитатель в интернате. Вот. Очень хорошее детство. Понятно, что в нашем детстве не так много всего было, но вот эти эмоции нюхать фантик Сникерса было очень круто, да? Кстати. Вот, ну или папа привозил там ящик мороженого, это классно. Вот. Там вообще Тикси же малая Москва, там очень много приезжих, очень много этноса, наверное, да? Ну, весело, в общем, Да, интересно было. если мы Ага. говорим, что в классе я Ахалар Тюппит это. Вот. Да, из 28. На русском общались полностью. Да, на русском, но при этом дома родители общались на якутском, я якутский знаю, и там, Сангравым не так хорошо, но когда надо, я могу поговорить. Здесь вопрос о том, что очень много национальностей. И общение, и понимание, и они еще говорят типа там, на материк уезжаем. Типа, там, да? Это Якутск был, да? Да. Нет, это Москву, Да. Питер, там, и другие там на Крым и так далее, и так далее. И на материк летом будем уезжать. Там. И потом приезжают, рассказывают, и ты как кромба слышишь, узнаешь, вот, много военных, но при этом я не так часто ездил. Вот. И все, там, детство, большей части лета оставался в Якутске. И в Тикси. Тикси. Вот. И приехал поступать. Вот. Вообще, я такой, вау, очень крутой город. Это какой год был? 2004. В ФУДОПе учился, да? Но я тогда еще не поступил. Вот, подал экзамен, ну, ЕГЭ сдал, подался на разные университеты. И произошло там травма с глазом. Я обратно уехал в Тикси 1 год.
Потом это как возвращение блудного сына. Еще, ну, и все многие говорили, там, родители, хал, манна, или был ухпут, тексига, ту, куракка, джахканеде, аме тухра болон, хаян и так далее. И я такой, я поеду, сел на теплоход, там, сколько там, мама дала там 6 тысяч рублей, что ли, остановишься у бабушки, все, я поехал туда, потом поступил в ДОП, потом после ВДОПа я пошел, был, получается, искал себя и уже нашел работу и начал работать. Это было мне 20 лет. 20 лет. Уже начал Уже работать. начал работать, да. И уже понимал, я даже, меня взяли в строительную компанию, ну, магазин строительный. Я даже не знал, что такое саморезы. Потому что такой какой-то профиль, Армстронг, потолок, гипсокартон, фанера. Вот, вообще туда бельбеппен. И потихоньку вот узнавал все, потом разбирал там, что нужно. Ну и логически всегда думал в плане того, что там приезжает контейнер 20-тонник с керамогранитом, и я должен склад освободить, там, сделать место под него. Я примерно уже считал, так, у нас столько-то палетов, надо столько-то места освободить, и там перетаривал. Ну, был грузчиком, потом стал завскладом, после этого менеджером, потом главным менеджером, потом перерос эту компанию, пришел в другую компанию строительную и так далее, так далее, так далее. Карьерный рост. Да, и здесь я хотел бы, наверное, сказать молодым людям, что вот недавно я вот шел по проспекту, и мне два парня подошли, такие, Прокопий, здравствуйте. Я такой, что-то как-то, и говорят, посоветуйте, что нужно делать молодым предпринимателям. Я хотел бы, наверное, только посоветовать о том, что нужно устроиться в разные работы. Я думаю, что так. Типа по полгода. Ну, времени и так немного, но типа по полгода можно устроиться в разные работы и понять вообще сферу, если ты хочешь быть предпринимателем. Одновременно устроиться? Нет, не одновременно, поэтапно. Увольняться и потом, да? Да. Ну, как бы это ничего не стоит, просто ты, если ты нормально увольняешься, говоришь, что я скоро уйду, потому что хочу, там, так, спасибо большое, типа, да, а не так, что трубку не берешь и, там, и все. Все, пропал Ага. человек. Вот. И вот в таком формате, если там в течение 3-4, по 3-4 месяца будешь работать, ты поймешь вообще все. И после этого тебе будет легче выбирать, куда тебе идти. Лучше год потратить вот так, чем год сидеть в работе и думать, что ой, а если бы я стал бы кем-то, там, тогда. Да даже можно пойти вон оператором, помощник оператора поработать, вообще нормально. Тебя научат, как включать, как свет ставить, ты таскаешь, и вот девочки все сидят, и там, да, и это же все надо таскать. А парень пошел, пришел, посмотрел, классно, а потом уже и так далее. Или на тот же какой-нибудь предпринимателю строить дома. Вообще процесс как выглядит. Кто закупает, кто привозит, как все это работает, сколько в среднем строит дом, какие есть проблемы. И вот он, крёхка надо. И вот тогда у тебя через какое-то определенное время, у тебя мышление и понимание бизнес-процессов, оно лучше становится. А не так, что как догадки. И вот, а у меня пришло это, типа, я делал, там, был менеджером в строительном магазине, потом сам, там, потом розница, производство, розница и сейчас IT. Следующий мой этап – это фонды. Сделать свой фонд, искать стартапы, давать им деньги на развитие, развивать их и искать там единорогов, может быть, очень крутых. Вот. Потому что когда есть деньги, ты должен определить эти деньги, куда должны пойти. Сколько эти деньги должны через какое время вернуться и сколько они должны иксов тебе сделать. Вот. Сейчас мы вложили вот в мост на сегодняшний день 219 миллионов. Мало кто вложит в это. А не посчитать, сколько нервов, сил и всего остального. Потому что еще директор кто-то писал, что у меня 9 сотрудников, как ты, типа, вообще, я с 9 не могу справиться, даже с 3, как ты справляешься? Вот. Это на самом деле
опыт год от года. Я вот 10 лет предприниматель, и просто так не приходит. Ты не можешь решить, потому что у меня какие-то там флешбеки приходят с другого там. Стандартные вопросы. Я хочу уволиться, у меня выгорел, там, да, я что-то, ну, там, я хочу еще больше развития в компании. Ну, это стандарт. И вот нужно просто знать об этом и сталкиваться с этим практикой. Практика. В общем, ты пришел из оффлайн бизнеса в IT-сообщество. Как это общество тебя встретило? Вообще на тусовки ты ходишь, айтишников? Да, я вообще никуда не хожу, если честно. Я вообще люблю, конечно, общение, но в таких маленьких дозах, не в больших. Ну, ты больше интроверт, типа, да? Да, но ощущение такое, Как будто ты я экстраверт. Да, я люблю пообщаться, но при этом люблю быть, там, конечно, во внимании и все остальное, но не обязательно. Моя главная задача – это успех компании. Успех компании – это значит наш успех команды и все остальное. Вот эта задача. И она у меня лежит в голове 24/7, 365 дней в году. И нет больше другого. Ну, типа, все, только успех. Ну, чтобы понравиться айтишникам, у тебя такого нет? Вообще меня нет. Я езжу на Вице, 2017 год. У меня нет такого, что я хожу в одной и той же там рубашке и футболке. Я не покупаю ничего такого, что я никогда не ношу это. Да. Ну, типа, Всякие брюлики, где? да, у меня нет, ну, вот я из таких, то что мне не нужны вот это все, пафосы и там что-то. Мне нужно просто мой успех. Все, А отдайте успех мне. это для тебя что? Успех для меня Вот реально это, успешный человек. Это какой это ты который видишь? я поставил задачу, я ее должен достигнуть. Задача сейчас на данный момент, типа, большое количество оборота, чистая прибыль, в нескольких странах открыться, вот так, чтобы моя команда была всегда обеспечена, у нее не было. Вот это успех. Ну, потом, если ты достигнешь, у тебя какой еще успех будет? Как ты Ну, думаешь? дальше я, Новые же да, вопросы, дальше я всё становлюсь, открывается. вероятнее всего, там, да, я становлюсь меценатом. Мы делаем какой-то пятилетний план сделать все детские площадки. Вот это моя цель. Я делаю пенсионный, там, как называется дом? Дом для пенсионеров, огромный, крутой. Было бы хорошо, кстати. Да, типа строю там за 2 миллиарда, но строю его офигенно. Вот моя цель дальше. А потом там школу очень крутую. Сейчас вот видела, напротив Сатала школу строят. Не. Офигенно крутая. Она такая же школа есть в Иркутске. Очень крутая. Мы хотели, вот, когда у нас там дочка родится, вот, там, пойти туда. Вот уже здесь. Сделать что-то там такое большое, уникальное для республики. Это вот такое. Потому что деньги не сама цель. Деньги не просто инструмент для достижения. Потом есть не только республиканские проблемы, а есть глобальные проблемы. Наверное, ты видела, сколько там мусора. На самом деле в Африку все сводится, свалка туда и так далее. Сколько детей бездомных. Понятное дело, что это через фонды и все остальное, да? Но если мы поможем, я помогу там, 1000 детям, больным рака, это будет круто. Еще хочу сказать, что меня не сломить сильно вот в таком формате, как бы новостных, писать про меня или про нашу компанию. Ну, типа, ну окей, ну, типа, попробуйте достичь нашего результата, добиться наших результатов, сделать, что мы прошли, испытать это все на себе. Ну, не каждому дано. Даже в цифрах в голове, представь, я тебе скажу, ты потратишь 219 миллионов. Не каждый способен. Но потом другой вопрос. Привлеки 84 миллиона от инвесторов. И у меня есть тоже вот этот, как называется, комплекс там, не неполноценности, а самозванца, да? Синдром Синдром, да, самозванца. синдром самозванца, что я
будто не в своем месте, да? Да, не в своем месте, и как бы, когда я достигаю результата, для меня кажется, что это, ну, типа, это мало. Да. Ну, это же хорошо на самом деле. Нет, 84 миллиона привлечь это мало, и мне все говорят, команда, типа, это много, Прокопий. Значит, мы делаем что-то, ну, правильно. Не просто так, ты типа из-за того, что ты там вышел, 2 рилса сделал, и все такие пошли инвестировать, ну, батахпо. У всех голова есть, все думают, все видят, все пользуются, и такие, И вот моя знакомая там, да, говорила обратную связь мне. Джон, это что ты сказал и делаешь. Да? Да, не все процессы, понятное дело, да, но сказал, сделаешь. Я говорил когда-то, мы сделаем marketplace, мы сделали. Я говорил, мы сделаем мост-видео, разовьем его очень крутым. Сделали? Сделали. Сейчас 15 тысяч людей покупают подписку. Это пока. А сейчас лето, сейчас зима наступит. Что мы будем делать? Покупать подписку. Подписку, да. Но при этом эта подписка давать будет больше, лучше вам уникальное УТП. Ты получаешь подписку не только ради видео. Ты можешь отключить рекламу, ты можешь получить ачивки. Сейчас очень классное модное слово, да? Типа ачивки это у нас баллы, да? Вот, ты можешь получать бонусы, это уже другое. Ты можешь экономить. Ты можешь экономить в плане, по подписке у тебя доставка суши и пиццы, ну, еды готовые, да? Она будет там на порядок дешевле, если у тебя есть подписка. А сколько стоит подписка? Всего сейчас 499 рублей. Это в месяц? Это в месяц. Но мы сейчас делаем так, чтобы было 3 вида подписки для людей, которым не нужно экономить, ну как бы тратить, потому что мы понимаем, что там у Лусторга они раз в год приезжают, а может быть не приезжают вообще, и для них только мост-видео. Это будет 300 рублей стоит там примерно. Кто в Якутске находится, больше тратит, ну средний нормально там раз в 2 месяца ходит куда-то, ему за 499 рублей норм. А кто тратит очень часто и у кого есть очень много друзей и родственников, ему за 800 рублей очень хорошо, потому что на, как называется, несколько аккаунтов можешь подключать, устройств. Да? Ты можешь дать там за 800 рублей 5, ну 4 еще и 5 твоя. Семья, типа. Да, семейный доступ. Все. И тогда в семье, ну, в среднем, в семье 3 устройства, да? И мы говорим, что у тебя, если будет 5, ты дашь маме еще и на мамин телевизор. Да. Или мужу. Ну, там, теще там, и так далее, и так далее. Все, кто чаще смотрит. И тогда у тебя по факту экономия. Ты за 300 рублей покупаешь 2 устройства, а за 800 рублей ты покупаешь 5. А по факту ты можешь раздать 5. В каждом из ключевых принятия решения мы смотрим все. Смотрим и анализируем. Да, мы не просто так подняли сейчас цену. Мы купили сейчас на данный момент фильм «Карина». Вот, договорились так, что фильм будет только на якутской версии, только у нас. Только в якутском стриминге. И это круто. Да. А не так, что В переводе. в переводе, ага. Ну, в переводе у всех есть будет, но якутская версия должна быть у нас. Ну, это Так, круто. Да. И плюс мы хотим сделать так, чтобы после кинотеатров сразу у нас выходил. Потому что, А такое возможно, да? да, ну по Ну, вопросу, если авторы согласятся, могут. вопрос денег. Все упирается в деньги. Всё уперлось в да. деньги, ага. Хочу у вас, да. Окей. Вот. Расскажи про Сару, пожалуйста, про свою жену. Я брала у нее комментарий, когда открывали вот цифровой релиз было у «Куда летят стерхи Дентина». Да? Моя жена, моя супруга, мой Про историю любви, партнер. может быть. Как вы познакомились, когда поженились? Мы познакомились в 2015 году. 10 лет назад. Да, 10 лет назад. Я тогда только, вот как я предпринимателем стал, вот год прошло, и мы познакомились с друзьями в баре. Ну, обычно я подошел, и на тот момент у меня было яркое впечатление от фильма «Левиафан».
Я был, Русского фильма, не? ага, Ага. был поражен сценарием, актерской игрой и многими другими вещами. Рахамбаки. Да, ну вообще я люблю вот такие фильмы, где нужно подумать, и какой-то осадок остается. Вчера вот посмотрели фильм про где цунами в Таиланде. Очень классный фильм. А где смотришь кино? Секрет. Сразу вопрос. А? Секрет, не буду говорить. На мост Ладно. видео. Вот. И вот Ты подошел, под короче. ощущением, да, я подошел, я вообще не скромный в плане того, что я могу любой. Ты можешь сказать, типа, подойди к этой девушке, я пойду и познакомлюсь. Вообще отошьет, так отошьет. Вот, да. Здесь не об этом. Здесь о том, что я подошел, познакомились, там, ну, как обычный подкат, дехка, да. Хух по да. Вот. Кәлім көрсетті, потом я сказал, что я сноубордист, она не поверила. А ты сноубордист, да? Да, я катаюсь вот с самой школы, с самого с 10 класса, да. Вот, когда еще это было не таким крутым видом спорта. И в автобусе все спрашивали, что за лыжи? Вот. Короче, она тебе не поверила? Она мне не поверила, но при этом мы познакомились. Ее подруга дала там ее номер телефона, мы переписались, дальше там раз, два, три, как бы, да, и начали там встречаться. Вот. Она уже работала, да? Она, да, работала в МИЗО, работала, потом вот как-то так все закрутилось. Я предложил руку, сердце. Вот, я понимал, что с этим человеком мне будет, я его люблю, этого человека, я считаю, что он, как сказать, инь-янь, да, дополняет меня, я ее дополняю, и вот мы вместе вот так. Потому что у Сары нет такого, что поговорить с продавцом в магазине, как дела, даже сказать. Такого нет. Я могу подойти в магазин, типа, как дела, что без настроения, вот такой формат. А у Даже. нее такого нет? У нее такого нет, она спокойная. Нордическая женщина, короче. Да, думает рассудительно, продумывает там, да, вот такой момент. И она дополняет меня в плане того, что дает мне энергию. Вот. И мы дальше уже вместе, все бизнесы вместе открывали. И, ну, как бы не в таком формате, но она была, как сказать, сейчас говорится, там, может быть, не серым кардиналом, а человеком, который принимает решения, но вовне, да, и тоже любой какой-то момент принятия решения я все равно советуюсь у нее, мы обсуждаем, в диалоге думаем, рассуждаем и вот принимаем решение. Вот. А не сложно, да, вот так строить бизнес именно с самым близким человеком, например, вот поработали где-то, пришли домой и тоже говорите про работу, то есть вы не устаете от этой Нет. темы Да и вообще нет. в целом? Иногда бывает, типа, Бютере, давай не о работе, там, да, но это, я тоже и объяснял, и объясняю, что это наша цель. Это не просто, это что-то больше. За нами мы сделали очень многое. 300 тысяч людей пользуются нашим приложением. И мы не можем, как сказать, быть не в фокусе. Да, мы отдыхаем, мы гуляем, мы ездим там, на мероприятия, ходим, да, и так далее, но при этом всегда в фокусе, всегда в понимании, в процессах, плюс при этом это дополняет, и это хорошо, потому что иногда бывает у нее там желания спадают, там, да, или у меня, и мы друг друга вот так. Это очень хорошо, да, потому что когда ты в семье вот это все делаешь, просто нужно, кто-то должен всегда под какими-то моментами подстраиваться. Я подстраиваюсь под нее, она под меня, и мы вот, но при этом мы подстраиваемся ради цели. Вот это восприятие очень хорошо сложилось, когда я бросил пить.
Вот, да, я Ну, там... пил, что ли? Ну, все же пьют. Ну да, но имеется в виду Ну, прям так- бросить пить это как-то... Или ты вообще просто перестал Просто употреблять? перестал пить, потому Вообще что насовсем, алкоголь, да? да, потому что не о том, что там я буянил и так далее, а у меня забирала эта энергию. Ну, давайте круто же вообще. да, посчитаем просто математически 365 дней в году, 52 недели. Из 52 недель в среднем каждую неделю пьешь. Значит, там, да, или через неделю пьешь. Значит, ты примерно там употребляешь алкоголь 25 раз, 27 раз в году. При этом, значит, до алкоголя у тебя есть такой момент, когда в четверг, ну, многие, наверное, замечали, среда-четверг, ты в стрессе находишься, желание выпить, ну, типа, но многие этого не осознают и говорят, тогда ты, наверное, был алкоголиком. Ну, типа, нет, это стандарт. А потом, когда пятница-суббота, у тебя настроение поднимается. Сразу, что, куда? Шоу, Да, праздник, да, типа, типа, там то, все. И вот это я понял, и такой понял, что это очень сильно влияет на бизнес. Потому что организм у нас не молодеет. Это в 20 лет можно было погулять до 5 утра, поспать 3 часа, пойти на работу. Вообще легко. Сейчас, типа, кому за 35, вы, наверное, поймете меня. Вот, Кому что... за 30? Да, кому за поймут. 30 уже, да. Уже не так легко встается. Плюс, и вот этот фокус, я еще тоже думаю, что алкоголь помог мне, вот без алкоголя, да, помог мне достичь этого результата. Мое сознание не в дыму, не в вот этом алкогольной эйфории. Я легко могу прийти в клуб там, и так далее, пить чай. И вот это желание, что многие тоже друзья и знакомые говорят, как ты сдерживаешь себя, когда люди пьют? Ну, типа, нормально. Вот. И тоже советую, что но здесь есть момент, а как это бросить, как это понять, как это достичь? Это же не у всех приходит. Многие просто, здесь еще зависит от второй половинки. Да, типа, Поддержка да, твоя. поддержка. И есть такой момент. Зачем реаланди? Ну, вот, типа, кто-то пошел гулять, твой парень там или муж, и постоянно переживаешь по. Это стресс для женщины, это большой стресс о том, что что случится? Да минус 50 чего угодно может случиться. И здесь нужно понять свою половинку о том, что и донести в диалоге, что это надо бросить. Потому что это производит, мы ругаемся, мы не понимаем друг друга, мы отдаляемся друг от друга, и важно быть, убрать эту историю. Вот. Ну и алкоголь, ну и у меня родилась дочка, и я такой, типа, не хочу, чтобы моя дочка видела меня в этом ощущении, да? Я хочу, чтобы мой человек не переживал за меня. Я хочу, чтобы я достиг больших результатов. Я хочу, чтобы мною гордились мои родственники. Вот такие какие-то ценности, обычные хорошие ценности, а не о том, что мои друзья зовут меня на все Бигелен. списки, да? Да. И надо обязательно, да приедь ты. Главное же быть у человека праздник, ты приходишь туда, и присутствие твое ему важно, а не то, что ты там в алкогольном опьянении, и вайб меняется. Да, вайб может поменяться и вот так. Типа, кюлен, юрен, При капсетен, общении. да, при общении. Вообще классно, реально вот крутой. Ну, Как быстро, как долго ты то есть, как я долго? Я просто взял и решил. просто взял, и отказался полностью. Типа там в каким-то, как называется, КВД, да, или кто-то что-то. Как ты пошел и это... Ну, типа, да, уколов, да, МТП. антипиктин, там, шили. Нет, такого не было. Сейчас я пытаюсь бороться там, с сигаретами, я пытаюсь бороться с кофе,
ну, какие-то такими, Ну, пытаюсь короче, заниматься мелкими спортом, способностями, да, зависимостями. чтобы быть вот в таком состоянии. У тебя есть кто-нибудь, кого ты ставишь пример, или, может, кумир? Из якутян, может быть, есть, может, мировые какие-то личности? Стив Джобс, типа. Нет, здесь, наверное, не кумир, а люди, Примеры, типа, да? примеры, да. Они есть, они как достигли этого результата, почему. Я очень часто смотрю подкасты, бизнес-подкасты. Я прям вот так. Я смотрю много там, информационных новостей, там, да, и Бизнес-выпуски, бизнес, да, да? момент. Но не ставлю себе какого-то идола, это точно. Не ставлю, беру от всех по чуть-чуть. У этого классное вот это, у тебя классное там вот это, у нее вот. И вот так. И становлюсь, ну, стараюсь быть похожим на них в их плюсах только. Собираешь, короче, Да, собирательный формат. И тогда формируется очень классный и топовый Личности. да, личность. И вот так. Да, стратегически это тоже классно, но круто. Да, я не говорю, что там Арсен Томский очень крутой чувак, и не говорю, что там он пример. Он очень большой пример для нашего народа. И достичь такого результата не каждому дано. Ему получилось, и я бы хотел бы тоже достичь его результата. Быть в 80 странах, да? Вот. И в 900, как он говорил, в 900 городах быть, присутствие, как приложение. И вот это вот да. Но прям вот так, типа, да, так нельзя, не стоит. Да. У тебя должно быть окружение твоих друзей, знакомых или кого-то, у кого есть суперсилы. И ты должен говорить, блин, вот вообще-то у тебя там вот это классное, типа, да, там у тебя вот это крутое. Блин, я бы хотел бы стать вот в части вот этого классного. Потому что мы люди, у нас есть минусы, у нас есть суперсила своя, личная. У кого-то она в речи, у кого-то она в действиях, у кого-то она вот такой. Кто-то очень хорошо может делать ножи, да? Но общаться, ну, как бы не так. Да. Кто-то может очень хорошо, классно говорить, но не делать. И кто-то умеет круто делать таблицы, а кто-то Презентации, презентации, а кто-то может договариваться хорошо. Ну Вот. да. Кто-то может соображать и думать там стратегически, а кто-то может просто написать код. Вот. Я согласна с тобой. Спасибо, Прокопий. Ну, я думаю, что мы классно поговорили. Да. Может, Ну, здесь еще про зрители- креативную экономику. да, про последний главное, вопрос. да. В общем, Или простой брат. почему, по вашему мнению, креативная индустрия в Якутии развивается быстрее, чем в других регионах страны? В людях больше. Ну, все говорят, что в людях реально. В людях, да. Ну, а люди от чего? От других людей, значит. Значит, не только вот, условно, какой-нибудь там Ниргун снял фильм, он классный там, да, крутой, ну, значит, у него комьюнити, его желание, значит, очень крутое. Значит, а у этих значит, это народ сам такой. Мы, бәбит, бит креативный, бит такой дубут, вот он, ну, да, и я так думаю. Тогда только вот так. Любой культурный как бы, человек понимает это, там, да, разумный человек понимает, что сила в нас, в народе. И, но при этом мы должны теперь с точки зрения бизнеса посмотреть. Окей. И у нас снимается примерно там, от 10 до 15 фильмов в год. Какие-то фильмы не выходят, какие-то фильмы выходят в какой-то определенный, там, вот как мы говорили, «Спецстар» снимали 3 или 5 лет. 4 года Да. было. Вот. Долго.
Но какой-то фильм, типа там, как возьмем «Кандидат народный», он снял за 3, «Абагала Хаус». Да? За месяц снимают. Ну, за месяц, но за полгода они реализовали его. Круто. Да, к чему это? К тому, что с точки зрения бизнес-процессов мы должны понимать, что народ должен помогать креативу, смотреть, желать. Тогда качество будет улучшаться каждого фильма, артиста, вот и так далее. Вот недавно песня вышла, кем это? Артист Станар, красавчик этот, бегун. Кем это? Блин, Буя. Киржад. Нет, не Буя, блин, Леон, во. Леон. Да. Масынам денере дутох. Да. Сейчас он уже не Леон, он... Да? Да, он уже по-другому у него. Ну, Он уже другой человек. Не, я понимаю, но в плане того, что... Ну, короче, Леон где? Да, то, что круто, что он не останавливается, а делает новый клип. Да. И новый. От того, что даже его хейтили, не любят, любят. Но это классно о том, что и комменты очень крутые. Человек идет вперед вообще. Да, несмотря на человек всё, идет да, это вперед, круто. клип неплохой, по факту, посмотреть там, да, и так далее. В радио можно послушать по факту, потому что неизбежно не послушать. Если ты живешь в Якутии, да? Да, вот, окей. К чему это? К тому, что креативная экономика, мы как приложение развиваем его. Мы развиваем его по всем направлениям, начиная с концертов. Значит, артисты зарабатывают на этом, потом создают песни и кайфуют. Потому что люди толпой ходят. Умнулубат вообще красавчики. Да, я считаю, что это круто. Это они делают, развивают музыкальную индустрию. После этого это идет мост-видео. Мы сделали стриминг, что мы развиваем теперь видеоконтент, который в потенциале будущее. Потом будет вот так видеоролики, сериалы и все остальное. Ну все, спасибо, Прокопий. Классно поговорили. Удачи тебе. Спасибо. Всем спасибо. Посмотрите. Я надеюсь, будет интересно. Если есть какие-то предложения, пишите в комментариях, идеи, мысли вот, после просмотра этого подкаста. Скачивайте и пользуйтесь приложением Most. Да?